Сейчас больше делается ставка вот на старую советскую политику, разделить крымских татар на хороших, которые будут служить без всяких принципов, отрабатывать то, что им дадут. И действительно, там кое-каким крымским татарам дают какие-то должности, потом их вводят на встречу с Путиным. Вот это хорошие татары. И есть все такие признаки того, что будут закрывать меджлис, то есть запрещать меджлис на всей территории. Насколько вы лично согласны с политикой меджлиса сейчас, будучи за пределами Крыма? Сложный вопрос. Вы знаете, вот сидя в Киеве, конечно, можно говорить, вот это правильно, вот это неправильно, но люди там живут. Они встречаются с такими трудностями, с реальностями, которых, скажем, у меня в Киеве нет. Конечно, в идеале я бы не хотел, чтобы никакого участия в структурах власти оккупационного режима не было, чтобы ни один крымский татарин не брал российский паспорт. То есть, но прекрасно понимаем, что обеспечить это невозможно. Люди не все такие на 100% идейные, чтобы пойти за свои идеи, там, пойти на какие-то решения. Поэтому Меджлис принял... Даже не Меджлис, Курултай принял решение большинством голосов, что нужно направить двух своих представителей в структуры власти для решения каких-то там социальных проблем крымских татар. Попытка, скажем, уговорить, договориться с высшим представительным органом крымских татар Меджлисом провалилась, не получилось. Теперь они берут другую стратегию. Кстати, с самого начала там были, насколько нам известно, два течения. Одни говорили, надо обязательно договориться с Меджлисом, иначе будут сложности. Другие говорили, с ними невозможно договориться, надо сразу их давить. Они сейчас, по-моему, приходят ко второму варианту. Некоторые будут, конечно, вынуждены там соглашаться с оккупантами, но все равно, если сейчас, скажем, сделать такой чистосердечный опрос среди крымских татар, воспринимаете ли вы присоединение Крыма к России как положительное, или вы хотите вернуться там, скажем, в состав Украины, я думаю, более 96% скажут, за исключением, может быть, тех некоторых, которым там пообещали теплые места или что-то такое. И те людей, у которых нет никаких вообще принципов. Внутреннее сопротивление всегда будет, но насколько оно будет активным, конечно, зависит от того, как, например, мы организуемся, сможем организовать, поддержать тех, кто сопротивляется. И, видимо, насколько жестким будет режим оккупантов. То, что сделала Россия, его руководство, оно наносит большой ущерб базовым интересам России, россиян. Это путь катастрофы, путь изоляции, путь дискредитации этого государства. И я бы, конечно, очень хотел, чтобы как можно быстрее Россия все-таки стала демократическим государством, чтобы она стала уважаемым государством в мире, чтобы она соблюдала все международные нормы. А для этого, конечно, нужно там сменить режим. И дай Бог россиянам силы и мудрости, организованности, чтобы они оказали такое сопротивление режиму, который вынудило бы пойти на какие-то демократические реформы, чтобы она стала демократическим государством. И тогда вопросы нашей территориальной целостности, она решится мирным путем.